После чего, как было заранее объявлено, устазы направились в Нижнее Казанище на зиарат Абдурахмана Сугури. К примеру шейхов последовали их многочисленные мюриды. Поскольку в обществе существуют кривотолки по поводу различных ответвлений тариката, Саид Афанди счел своим долгом сказать несколько слов по этому поводу. Некоторые люди считают, что мы не признаем Абдурахмана Сугури. Но кто в самом деле хочет знать истину, тот знает, а кто не хочет понять, все равно не поймет. Как же можем мы их не признавать? К примеру, вот это ствол дерева. На стволе есть ветви. У всех одна основа, и между ними нет разницы. Но кто-то собирает плоды, находясь на этой ветке, а кто-то собирает с другой. И они не скачут с одной ветки на другую. Вот таков их пример. Сильсиля Абдурахмана Сугури вам тоже, конечно, известна. Во времена имама Шамиля сильсиля до него дошла от Джамалуддина Гумуки. И на этом она прервалась. Если бы после этого не было других ветвей тариката, то мы бы остались ни с чем. Я сам размышлял над этим и удивлялся. Ведь столько рассказывали о Джамалуддине Гумуки, Мухаммаду Яраги, об имаме Шамиле. Где же тогда был Махмуд Афанди? О нем не было известий. Я сам задавался такими вопросами. Оказывается, это было мудростью Аллаха, который оберегал Махмуда Афанди. Чтобы знали, я расскажу одну историю. У Джамалуддина Гумуки, оказывается, был преемник Ма'зун Исмаил Сиваки. Его рассказ описан в книгах Тухфатуль Ахтаб и Табакатах. Исмаил Сиваки говорит, что Джамалуддин Гумуки поведал ему, как своему Ма'зуну, что после самого Джамалуддина в Дагестане нету кутбу. Так сказал шейх Джамалуддин своему преемнику, и на этом слове они расстались. Шейх уехал в Стамбул, а Исмаил остался здесь. Итак, Исмаил Сиваки был абсолютно уверен, что в Дагестане нет кутбы. И ему приходилось слышать, что в Закаталах есть человек по имени Махмуд Афанди, который является шейхом. Исмаил не придавал этому значения, ведь ему было сказано, что кутбу нет. Тогда Махмуд Афанди посылает к нему весть, возможно, письмом, в котором пишет, чтобы Исмаил приехал к нему. Сивакли не поехал, поскольку думал, что кутбу не существует. Шейх вторично зовет его, но он снова не едет. Тогда Махмуд Афанди передает, что в таком случае он сам приедет к нему. Теперь Исмаил подумал, если даже он не шейх, то, наверное, по крайней мере, алим, ведь я могу поехать на зиарат к алиму. Подумав так, Сивакли поехал. Он нашел Махмуда Афанди сидящим на одном маджлисе и тоже присел там, но тут же потерял сознание, ушел в фана. Когда Сивакли пришел в себя, Махмуд Афанди спросил: «Что случилось, сын мой? Ты же знаешь, что случилось», — прозвучал ответ. «Да, но будет лучше, если ты сам расскажешь», — промолвил устаз. Сивакли рассказал: «Неведомая сила схватила меня за большой палец ноги, и я оказался висящим вниз головой над зияющей пропастью». «Что же случилось потом?» — спросили его. «Потом я позвал на помощь своего устаза Джамалуддина Гумуки. Он явился на мой зов, но, увидев тебя, Махмуд Афанди,